Добрый день, уважаемые телезрители. Это телеканал Якутия-24. Новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Коллапс на переправе. По маршруту Якутск-Нижний Бестях водители не могут переправиться на другой берег. Стоит очередь. Культурный след. В столице появится новый арт-объект. Что из себя представляет проект? Достояние Алроса. Программа под таким названием работает для тех, кто только начинает карьеру руководителя отдела и цеха. Правительство страны поручило принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию. Решение было принято на заседании правительства. Уточняется, что информацию о результатах работы необходимо предоставить в Минэнерго и Минстрой до 30 апреля 2021 года. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что задолженность потребителей за электроэнергию и тепло в России с начала 2020 года увеличилась на 44 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это 14,5% на фоне эпидемиологической ситуации. Тем временем на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях автовладельцы не могут переправиться на другой берег. Очередь легковых и большегрузных автомобилей продолжает расти. Некоторые ждут парома со вчерашнего дня. Коллапс вызван тем, что многие стараются успеть до закрытия переправы, но вместо двух паромов, как это было ранее, перевозки ведет только один. Также на работу влияют и погодные условия. С 4:30 вечера вчера стоим. И лезут вон там через дорогу земляки сюда без очереди. И милиция пускает. Стоим, солярку жгем. Где-то же ее потом надо заправлять. Цены на солярку сейчас сумасшедшие, сами знаете. Поэтому вот как-то так. А сколько мы здесь простоим, даже не могу сказать. Паром ушел, и вот сколько мы стоим, еще его обратно нету. Вопросы внутреннего водного транспорта Ленского бассейна и итоги завоза грузов в навигацию 2020 года обсудили на совместном заседании правительства Республики Саха-Якутия, правительства Иркутской области и экспертного совета Росморречфлота. Премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко сказал, что несмотря на сложности, благодаря слаженной работе всех участников Северного завоза, Якутия полностью выполнила поставленную задачу по гарантированному завозу жизнеобеспечивающих грузов внутренним водным транспортом. Общий объем, таким образом, перевозки грузов в период навигации текущего года в Якутии составил 1 миллион 565 тысяч тонн, из которых 1 084 000 тонны жизнеобеспечивающие грузы. Но с 1 ноября Россия возобновляет международные авиарейсы в Японию. Авиакомпании будут выполнять 3 рейса в неделю, 2 по маршруту Москва-Токио и 1 из Владивостока в Токио. Япония пока не открыла въезд для туристов. Визы выдаются в ограниченных объемах гражданам России только для совершения деловых поездок на учебу, а также членам проживающих в Японии семей. При этом прибывающие в Японию гости должны соблюдать карантинные требования. Исследования показали, что люди, которые носят очки, гораздо реже оказываются инфицированы новым коронавирусом. К соответствующим выводам пришли в Китае. Там это очень ярко проявляется, потому что мало носят контактные линзы в Китае, зато много людей с проблемами зрения носят очки. Это более 80% от числа населения. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки. Кроме того, ученые настоятельно рекомендуют носить маски. По их словам, основными каналами заражения считаются нос и слизистая глаз. Поэтому человек, который носит маску, не закрывая носа, все равно, что вовсе без нее. Потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение как раз произошло через нос, а это один из наиболее распространенных симптомов COVID-19. К другим новостям в Якутске появится новый арт-объект. Проект якутянки Лады Евсеевой, посвященный истории родного края, признан лучшим. Жюри всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». Автор предложила установить каменную стелу, на которой поставили автографы, путешественники, ученые, писатели, ссыльные, те, кто проезжал или жил в Якутске. Конкурс «Культурный след» был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное, оставить свой след, повлиять на развитие культурной среды в своем городе.
создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно забытых людей. Это было желание ощутить, что ты один из тех, кто здесь проезжал. Ну, конечно, в первую очередь направлено на приезжих, но и на горожан тоже. То есть вот эта рамочка, изначально задуманная в проекте для селфи, под надписью «Здесь был», позволяет почувствовать себя, без надписи, да, вандальных, «Здесь был Вася», почувствовать себя как раз одним из этих славных плеяды ученых, путешественников, полярных исследователей, летчиков и так далее, которые здесь побывали. И раз эти люди попали на стену, значит, они действительно что-то сделали для Якутии, Севера, Арктики, России такое, что мы их туда поставили. И, возможно, человек, который стоит в этой рамочке, невольно задумается, что я сделаю для этого города. Попаду я на эту стену через 100-200 лет. Главная цель этого конкурса – найти реализуемые и интересные идеи и наладить мостик между теми, кто придумывает, и теми, кто воплощает. Конкурс прошел в 2 этапа. Первый – это защита идеи, а второй – это разработка эскиза. Эскиз якутянки разработал скульптор из Петербурга Владимир Андреев, а воплощением арт-объекта занимается местный мастер Афанасий Ефремов. Мне очень понравилась идея о том, что вот здесь были какие-то замечательные люди, они ходили по этой земле, по земле Якутска, по Якутии они вот были здесь, рядом, близко. И ты понимаешь, что это не просто какие-то там люди, ну, такие абстрактные. То есть это вот те люди, на кого можно равняться, и они вот здесь были. И это как-то поднимает дух. Вот, мне казалось, что вот это вот и должно возникать в душах у людей, когда они смотрят на этот арт-объект. Театр города Мирного оказался самым малопосещаемым театром в регионе. Помимо этого, там выявлены серьезные финансовые нарушения. Плачевное состояние здания, низкая посещаемость и непродуманная репертуарная работа стали причиной присоединения Мирнинского театра к Государственному академическому русскому драмтеатру имени Пушкина. Репортаж нашего корреспондента Марферины Алексеевой. Огромный зал на 500 мест давно не использовался по назначению. На протяжении нескольких лет театр работает на 120 мест, из которых чаще всего занято не больше половины. В 2019 году театр провел 87 показов. Это даже меньше половины того, сколько показывают другие районные театры республики. При этом ежегодно в деятельность и развитие театра вкладывается довольно крупная сумма. Порядка 100 миллионов рублей государственных денег с бюджета Республики Саха-Якутия. Более 10 миллионов рублей туда вкладывает акционерная компания «Алроса» и администрация Мирнинского района. Помогаем федеральными субсидиями. Театр за 2019 год заработал всего 1 900 000 рублей. Это то, что мы выручили за свои билеты. А это основной вид нашей деятельности и работы, который мы должны увеличивать, усиливать и направлять туда наш талант актерский. Для того, чтобы предотвратить полную утрату театра, принято решение внедрить опыт самого посещаемого и старейшего театра Дальнего Востока – Русского драматического театра. Эта задача возложена на нового художественного руководителя Александра Лобанова. По его мнению, основной проблемой неэффективности театра является узкая направленность репертуара. Палитра должна быть разнообразная. Здесь должна быть и классика, и отечественная, и зарубежная. Здесь должна быть и образовательная программа. Здесь должен быть тот материал, который бы был интересен широкому зрителю. Но это именно догма сейчас. То есть мы должны прийти именно вот к этому результату. Коллектив Мирнинского театра против перемен. Современную драматургию считают самой актуальной, а присоединение к русскому театру считают концом самобытности. Дело в том, что в Якутске, помимо театра имени Пушкина, есть еще 5 театров. И если человеку хочется чего-то посложнее и поинтереснее, чем дешевые комедии, то он может пойти в прекрасный Саха-театр. У нашего зрителя этого выбора нет. Поэтому наша репертуарная политика, она должна быть намного богаче, она должна быть намного серьезнее, чем просто спектакли, которые тупо кассовые. Мы провели опрос, в котором горожане делятся своими предпочтениями касаемо желаемого репертуара. Ну, что-нибудь классика какая-нибудь, там что-нибудь «Идиот». Я люблю Достоевского просто, все его произведения прочитал.
как бы хотелось бы увидеть что-нибудь такое вживую. Я люблю очень историю и исторические спектакли, картины. Хотелось бы больше этого, а потом это воспитывает же нашу молодежь, наших детей. Чтобы там показывали национальные якутские сказки там, ланхота. Кто-то классику любит, кто-то современный репертуар. Кому что нравится. Мне, конечно, классика больше. Помимо работы с репертуаром, театр начнет давно забытую гастрольную деятельность в республике. Кроме фестивальных спектаклей, мы еще будем ставить классику. Увеличили бы гастроли в наших городах, в Нюрнберге, Алдане, в Ленске, Мирном. Если через год мы будем анонсировать, что в аншлаг минских спектаклей, на Минской площадке театров нашей республики идет аншлаг, и зритель идет, и мы работаем, значит, правильно. Вот к этой оценке мы будем двигаться. Новое руководство намерено расширить репертуар. При этом действующие, полюбившиеся зрителям стилистические формы будут сохранены. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Весь ноябрь у жителей Якутска будет возможность подарить себе бодрость, а детям добро и реальную помощь. В заведениях города с 1 по 30 ноября можно будет заказать специальный добрый кофе. Средства от продажи этого кофе переведут в пользу детей из хосписа. Акция под названием «Добрый кофе» зародилась 1,5 года назад в Петербурге по инициативе благотворительного фонда «Детский хоспис». При участии фонда в Петербурге был открыт первый в России детский хоспис, и сегодня его усилиями продолжается системное развитие паллиативной медицинской помощи по всей России. На базе Центра подготовки «Алроса» есть корпоративный университет, работа которого направлена на обучение руководителей высшего, среднего и начального звена алмазной компании. Для тех, кто только начинает карьеру руководителя отдела и цеха, работает программа под названием «Достояние Алроса». С одним из ее участников встретились наши коллеги в Алмазном крае. Я решил, что буду работать в Алроса. Так, будучи 13-летним мальчишкой из Намского Улуса, говорил Аял Егоров. В 25 подтвердил намерение дела. После окончания университета молодого парня приняли на работу в специализированный трест «Алмаз Автоматика». В этом году Аял стал начальником управления связи. И было очень сложно в первое время. Вот. А тут как раз вот эта программа. Ну, вначале я как-то там подумал, что это очень не вовремя, да, там, что сейчас как бы вот мне бы хотя бы вот влиться в колею, там, да. Но потом как бы, я понимаю, что это как раз таки было очень вовремя, наоборот. Потому что те навыки, да, особенно коммуникационные навыки, которые мы проходили, да, там, они потом мне пригодились, я их использовал. Аял Николаевич вместе с сотрудниками обеспечивает связь на всех объектах Алроса от Усть-Кута до Верхней Муны. Скайп, корпоративная почта, система электронного документооборота и другие программы должны работать бесперебойно. Без них могут остановиться важные для компании бизнес-процессы. Аял Николаевич, он молодой руководитель с прогрессивными методами. Работа наша действительно сложна, так как эта служба, она круглосуточная, то есть мы должны быстро реагировать на все аварийные ситуации, либо предупреждать их. Ну, естественно, мы все работаем в связке, задействованы все специалисты управления связи и самой Алмаз Автоматики. Для молодого начальника «Достояние Алроса» стала первой обучающей программой в его карьере. Как признается Аял, зачастую молодым руководителям не хватает опыта управления процессом и сотрудниками. И такие программы дают им бесценный опыт. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Увидимся в выпуске в 6 часов вечера. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе. Берегите свое здоровье.